Сегодня наша передача посвящена юбилею Натальи Базелевой. Наталья Владимировна – дирижер Государственного симфонического оркестра «Симфоника Арктика», главный дирижер Государственного концертного оркестра Якутии, приглашенный дирижер симфонического оркестра Гвангмён в Сеуле, столице Южной Кореи, первый директор и художественный руководитель Государственной филармонии Республики Саха-Якутия имени Галины Михайловны Кривошапко, преподаватель Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия имени Василия Афанасьевича Босикова, действительный член Академии духовности нашей республики, председатель Союза музыкальных деятелей Якутии, заслуженный деятель искусств Якутии, заслуженный работник культуры России. И у каждого музыканта творческий путь начинается с мечты, с первых шагов. Пришла, конечно, я осознанно, но получив яркое впечатление от пребывания в пионерском лагере, где на аккордеоне замечательно играла моя будущая учительница. И после пионерского лагеря я очень долго просила родителей, чтобы они меня отвели, но они думали, детская забава, а бабушка взяла и отвела. И благодаря бабушке я попала в мир музыки. Учитель – очень важная личность в биографии музыканта. Педагог, проводник и наставник, который объясняет скрытое и обнажает тайное, вдохновляет и поддерживает. И о своих преподавателях, которые открыли новые горизонты, Наталья Базелева вспоминает с особой теплотой и благодарностью. Особое мое признание учителям, которые ввели меня в мир симфонической музыки. Прежде всего, это Виктор Тиц, дирижер, который руководил Дальневосточным симфоническим оркестром в городе Хабаровске, город, в который я поступила учиться в музыкальное училище. И в 15 лет впервые услышала симфонический оркестр, была потрясена завораживающим звучанием, магией работы дирижера. И впоследствии я многие концерты слушала и наблюдала этот процесс из-за кулис. Мне посчастливилось поучиться у Виктора Тица буквально один семестр в музыкальном училище, и дальше меня судьба будет его с ним сводить. Следующий преподаватель, который сделал очень много для моего развития, постижения, Виктор Кирьянович Сухорослов, где я училась в Хабаровском институте культуры. Мы очень много занимались, очень много беседовали. И тот багаж, который я приобрела спустя значительное количество лет, мне помог поступить в класс народного артиста Советского Союза профессора Арнольда Михайловича Каца в Новосибирске, где я завершила образование и в консерватории в его классе, и в аспирантуре. Обучаясь в Новосибирской консерватории, я еще часто вспоминаю и была дружна с семьей Зака Исидора Аркадьевича, главного дирижера в длительное время Новосибирского театра оперы и балета, но он уже был в возрасте. И на дому я приходила к нему и изучала оперный репертуар. И получала не только профессиональные знания, но и, так сказать, информацию, знания, которые не прочитаешь ни в одном учебнике. И, конечно же, Валерий Абисалович Гергиев. Благодаря Валерию Абисаловичу, его решению, я смогла стажироваться на протяжении нескольких лет в Мариинском театре, безусловно, постигая работу самого маэстро, работу многих дирижеров, много наслушалась разных оркестров, спектаклей, балеты. И продолжаю постигать это и до сих пор. Лариса Абисаловна Гергиева, я достаточно много проводила времени в ее классе, где она работала с солистами Академии певцов Мариинского театра. И, конечно же, впитала тот багаж знаний Ларисы Абисаловны по работе с вокалистами. Наталья Базелева – уникальный человек, настоящий созидатель. В 1991 году, в сложный для нашей страны период,
Наталья Базалева, тогда еще преподаватель Алданской детской школы искусств по классу аккордеона, создала концертный оркестр Якутии. Уже в 1995 году он получил статус государственного. В 2021 году коллектив отметил свое 30-летие. За плечами этого оркестра большое количество проектов, гастролей, выступлений с такими выдающимися артистами, как Зураб Саткилава, Елена Образцова, Александр Цыганков и многими-многими другими. В 1996 году на базе оркестра в Алдане Наталья Владимировна стала основателем филиала Якутского музыкального колледжа имени Марка Николаевича Жиркова. Указом президента Республики Саха-Якутия от 24 ноября 2010 года было создано автономное учреждение Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. Художественным руководителем-директором назначена Наталья Базалева. Первое мое рабочее место – это Хандекская музыкальная школа. И через год я создаю оркестр ученический. Еще через год я создаю оркестр при Доме культуры. И так на протяжении 7 лет у меня было 2 оркестра в Хандеге. Ну, был небольшой перерыв в Хабаровск, где я
преподавала в Хабаровском институте культуры и училище, в родных учебных заведениях и тоже вела там оркестровые классы. Создала потом по месту моего дальнейшего пребывания в Батагае уже преподавательско-ученический оркестр. Ну и когда судьба распорядилась так, что мы переехали в Алдан, я уже знала, что я буду создавать следующий только профессиональный коллектив. И это была конкретная цель, и так родился Государственный концертный оркестр Якутии в Алдане, которым сейчас успешно управляет моя ученица Юлия Швецова. Ну, и я очень, конечно, благодарна вот таким обстоятельствам, когда после решения создания филармонии Егором Афанасьевичем Борисовым, после выхода его указа, Андрей Савич Борисов мне доверил возглавить создание, формирование филармонии. Ну, а филармонии, как мы уже все знаем, коллективов много. Особым годом для нашей филармонии является 2014 год, который был объявлен в нашей республике годом Арктики. Но так сложилось, так получилось, что мы накопленным опытом пришли к нему подготовленными. И мы распространили это понятие не только на территории нашей республики, как и в отдаленных уголках северных, в Якутске, в пределах России, Москва, Санкт-Петербург. Ну, вы даже удивитесь. И в Бразилии наш государственный концертный оркестр представил проект «Арктика на экваторе». И после этого года мы поняли, что Арктика, позиционирование нашей филармонии, живущей в столице мировой Арктики, это наша миссия. С именем Галины Кривошапко связана целая эпоха музыкальной культуры Якутии. Несколько десятилетий Галина Михайловна возглавляла симфонический оркестр телевидения и радио республики. Сегодня ее имя носит Государственная филармония Якутии. Галина Михайловна была и есть для меня, потому что мы носим имя Галины Михайловны, наша филармония носит. Я с ней познакомилась в 1982 году, когда она приехала в Хандугу, где был мой оркестр самодеятельный. Еще Галина Михайловна слушала оркестр и видела мою работу. Галина Михайловна – это и мой наставник, это и мой друг, и это мой советчик, который прошла этот тернистый путь дирижера симфонического оркестра. Симфонический оркестр Галины Кривошапко был творческой лабораторией якутских композиторов, где они могли воплотить свои самые смелые идеи и замыслы. Давать жизнь новым сочинениям, раскрывать их красоту, своеобразие и подлинную ценность Галина Михайловна считала своим святым долгом и почетной обязанностью. Эту традицию продолжил и Государственный симфонический оркестр «Симфоника Арктика». Исполнение музыки композиторов Якутии, безусловно, является миссией для всех коллективов нашей филармонии. И исполняя ее не только в родной Якутии, мы обязательно включаем ее в программы всех гастрольных туров, во всех концертных залах, распространяя музыкальное достояние нашей республики.
Огромный организаторский опыт Натальи Базелевой, способность найти точки соприкосновения способствовали долгосрочному сотрудничеству республики с Мариинским театром, итогом которого стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Саха-Якутия и Мариинским театром. Особо памятным для меня, конечно, был тот процесс, когда я была ассистентом дирижера-постановщика в опере «Кармен». И особое для меня личное значение – это то, что в 2014 году мне довелось сразу в 3 дня продирижировать балетом «Бахчисарайский фонтан», за что я очень признательна маэстро за такой замечательный для меня опыт. Ну, а для дел наших, да, с 2007 года началось взаимоотношение уже Мариинского театра и нашей республики. В ту пору я занималась Государственным концертным оркестром Якутии, и с этого года по моему обращению в период гастрольного тура, посвященного 370-летию республики, вхождения в состав российского государства, мы осуществляли турне, и в городах Иркутск и Челябинск были даны концерты в рамках Московского пасхального фестиваля с участием солистов оперы Мариинского театра. В этом же году, опять же, я обратилась к маэстро, что вот в связи с таким событием мы бы очень были рады, якутяне, принять оркестр с Валерием Бесаловичем в Якутске. И вот с 2007 года и Валерий Бесалович, и театр здесь у нас, и мы в театре. До сих пор эти взаимоотношения продолжаются. И в этом ушедшем году или начале этого сезона для нас мы еще посетили Приморскую сцену Мариинского театра во Владивостоке, открыли новое пространство Мариинского театра. В 2011 году филармония Якутии стремительно вошла в культурную жизнь республики. Наталья Базелева сплотила вокруг себя сообщество музыкантов-профессионалов и с самого начала задала высокую планку не только исполнительского мастерства, но и организации концертной деятельности. Сегодня филармония находится в фокусе музыкальных событий, происходящих в республике, и определяет пути развития академического музыкального искусства региона. На протяжении 12-летней деятельности филармонии мы уже наработали большое количество замечательных партнеров. К нам просятся выдающиеся дирижеры, вокалисты, солисты-инструменталисты. Они считают за честь поиграть хорошим оркестром «Россия». Сегодня у нас репутация в симфоническом пространстве хорошего оркестра, с которым хотят сотрудничать. А при появлении достойных залов у нас будут мировые звезды и оперного, и исполнительского искусства приезжать с удовольствием. Ведь наша Якутия очень интересна с точки зрения и туризма, а когда появится концертный зал, можно замечательно развивать событийный туризм.